все польза будет. امتى حج دعموية ديتيش حج دعموية خليف ديتا حج دعموية ديتيش هو وقت كاتش ده يوق مو بوت حاج بوت دعموي ماتش فعلا بوي حج دعمها موية كراش يوم ديتيش تاع واجنه مش ديتيش مولوش تاع مولوش حديث يا بي تام ساعة أصلا إبليس وشو واحد غا نخرنا شو إبليس لا تاع ما تاع يا كان إبليس عادي وايش كا خدو غا كره نه زودي يدعموني السجزادو اول هو مش هو ده هو هندو شو إذا قال هندو أيوه صح خز دلتون خاطر يقدر مش نيش إسلام أو تعاوش بعدين ضد حقيقة ترجع وشي برافو وده وكشام وغوشة أنا مواتي شاد تعوغاني سامو ميكروفون داين قلت تداول عليه حقيقة красный لغة عوش اللغة وتي نحول وش да сам выключил микрофон, опустился. حاجة داية короче وش بوت ماتش فعلا بو ألا تويستر واحد بوت ماتش فعلا بو أليش إتاري استوى خلاص واحد خلاص واحد مرسلوس أغاش واحد مثلا فضلت كشعومات Bana boleta de шайвадуан. Проблем мяцу на син сказать, о, халиф, все было. Пожалуйста, подводный лодка, раз хотя интересно, хом хоитон. Сей подводный лодка, ха ислам отауш. Ислам ха лунный календарь. Лунный календарь ха бутниша лиелш вушон круглый год. То есть хокбатта, этого числа, ач когда исламский лунный календарь это ни о чем душу. То есть христианский или языческий календарь помогает фермерам. То есть они знают, что, например, не знаю, 13 марта нужно сажать гунядина, не знаю, в октябре такого-то нужно урожай собирать. То есть календарь солнечный, он предназначен для фермера, для того, чтобы ему помогать сеять и наблюдать за сезонами, чтобы волцевал, щелот, ее, кетчувал вес. То есть это инструмент. Лунный календарь же это календарь пустыни, где у тропиков ничего не растет по сезону. То есть пальм там 40-50 лет один дол пальм, да, хочет, просто ще урожай выдавать то, а воду, штатчики. То есть там эти сезоны не играют значения, и люди поклоняются Луне, и от Бога Луны, от этой секты и появился этот календарь, лунный календарь. То есть это чисто пользу приносит, гуман контроль еще и очень он чисто он возник из-за поклонения Луне и никакой пользы не может. В отличие от солнечного календаря, который действительно помогает. Он дальше Малху, Халдолич, Мадуйха и урожай, и Массухум. Сундела, и вопрос, Далдиеш Дукринс как раз о мусульманин, I'm not footballer. Вопрос, и что мусульманский, исламский календарь, хачкш дамати есть. Киллер вопрос, дом. Даксан штаб, бальдавижу сразу. Что исламский календарь, масдар еще хачкш. Мичуахао. Ник поменять его на Арвеле, ник поменять его Авору. Что понимаете, что он дал сиятельный календарь, оказывается, нельзя использовать для фермерских работ. Основной, что он придумал, чтобы алхилвол, фермер, крестьянин, Адаму выживать, да, для него он жизнью и чтобы безопасность придумать мой календарь, просто так придумать моя ламча, это губеркан, уж обохши, это ургашдеркан, ой, малхи, хачухующи, то есть это древняя система, чтобы помочь в месте, где сезоны меняются, выжить и урожай собрать, и не попасть под непогоду, и весь урожай погибнет, ты сдохнешь от голода. То есть солнечный календарь – это помощник, твой спаситель. Лунный календарь, он ничего не делает. Это просто сатанинское поклонение. Из-за культа Луны жрецы тебе внедряют этот календарь, пустыня, он, в общем-то, ее празднует. Тебе воду стигать. Моет.
Моец. Тесла. Как раз серия календарь, когда ночью луна светит, они и нападают, передвигаются, чтобы не видно их было. Серия календарь. Не, что дивіться, Пришло, именно не, пришло время. Серия календарю это как раз время грабануть пойти, напасть еще-то, передвигаться незаметно. Ред, не сеют, не ждут, жалик шмаю, естественно, Да, да. не должен, не слюху, не слюху. Луна их помощник, короче, то есть ночного видения прибор шьяться, про хорошей луне можно конкретно грабануть. При слабом, но все еще хорошем. Незаметно подойти ночью, грабануть под утро там. И цель календарь, как раз, ну, лунный календарь, их не помощник. Не, и тогда ардой хач шматия есть. Шейол чудовищные проблемы. Ардует ислам с этим календарем. И шей проблемы цакет, чувай, куда хочешь, что это цакет, все. Почему это наша проблема? Это же их исламская проблема. Не, и вообще просто да, броси на воду или шум штерцаршин. 50. Брос делал лунный календарь. Кучер 57 секунд. Даха и так то, что на самом деле ислам это враг, вообще-то говоря, европейского фермера. А здесь, если тебя заставить перейти на лунный календарь, у тебя все время будут проблемы. Тесла, бяк мобила. Тесла, бяк мобила. إقامي على دقيقة وترجعت حديث يا يعج موي إذا ديسن هو ديشتات الله. خير لونный календарь. Лунный календарь, он лелу езет. Бяк мобил عندي لدوش دوشو. И Мичел Вэллом Тасман и Науас, но Вэллом Вэлли хачк шел. Из чего он взял и хачк сухич положение, Бог пал, он убьется. И какой хачк? Засунул сухич, положить, не удовольствие, да, смотри, что убьется. Хачк швистого Колумбия. Аллаху никак доступ яц, да хачк пока кефир в 1492 году в Америке бануш, хаял цигар, короче. Хачк вообще хундуется. Вообще ни о чем, просто их келит имя, чувствую. Что хабар. Тесла, Вайцах при Хрущеве они появились, у нас их и не было никогда. Не. Раньше появились. Раньше появились. На хачк мы массово перешли ермоловские времена. И до этого хачк мы массово перешли, и на равнине, в пойме царь, масса, ягош урожаешь. Кадуи уже невозможно стало выращивать. Всю плоскость заняли враги. Хачкша можно хунхаться делянка яхтана и анахвал, короче. Не знаю, 100 на 100 метров, да, и спокойно семья анах придется. Он делает такой минута. И хачкшем бадагдейче сона сожим волжден да хезду всю жизнь, короче, вайдейш хачкшуш, цуна ахардош, полтумеш, и на ахтуе ют короче, я любовь, вот хуяри. И когда сканадок, что, и тядел дубош, хезасона, и цасон. Ну, что сон Мож кормовой кукурузы издать отцу Хрущеву, Россия, тикавы, може и хачик шулак кормовой. А вы кай хачик, он у нас больше 300 лет, это гарантия. Настолько он свой, что он у нас свой сорт, как бы, которого везде нету. Юрта или, например, Турция, хачик яц, Венецер, ахари, совершенно разные. У нас свой сорт. Вообще нигде не ел, может есть, нет. Гундач, попробуй здесь купи вот этот кукурузу, она совершенно вкус. То есть у нас даже свой сорт есть, не то,
там. Но это сама селекция климата, почвы, это бывает, разные вкусы от климата, от почвы зависит. Это хульшдуем. Надо отталкиваться от того, когда в Европе появилась сама растение под названием кукуруза. Я тебе скажу, когда она появилась, когда вернулся вот этот Христофор Колумб, прямо же еще и Нинья, Санта-Мария, Пинта, Сан-Юхумове, и королева Изабелла, Тускерштадт, вот эти корзины были, в одном была кукуруза, в другом были эти, картошка была, то есть он это привел, Китай больше 500 лет в Европе появился. Она же к нам не с Западной Европы попала, она к нам с Восточной, то есть с российской территории попала. Или с турецкой, не знаю. С российской территории в России кукурузной не было вообще. Так, с Османской империи она к нам попала. Подожди. Вот представь, 500 с лишним лет назад, где-то за 300 лет в кукурузу, например, так ты недостаточно за 200 лет по Европе, от Европы, по-твоему, когда идет торговля через Турцию, там, через Азербайджан. Через османов. Почему ты настаиваешь, что у нас уже она несколько у нас так, вопрос у нас до этого, что у нас не было вообще никаких, скажем, мучных Неизменно села Ставропольский край, Тига, Хиловой, Моздок — это наша территория, Моздок, Метбош. Да, кстати, одна из причин, почему вот это истребление Тамерлана у нас было успешно, в том, что они еще, кочевники, заняли вот эту нашу кормовую базу, равнину, а от Схайнавой, Хачка, Цахиловой, картоша Цахилова. Если бы у нас в то время был бы Хачка и картоли, то мы бы пережили этот голод из-за того, что нас загнали, отобрали, пшеницу лело, он яхка территорию. Так, и Пармат, Бог, что не сходит так. Тесла, Пармат несколько раз у себя в эфире вот такую тезу выдал, что русские нам помогли с гор спуститься. То есть, получается, Тамерлан нас загнал, с приходом России у нас появилась возможность спуститься с этих гор. Не, багдадцы, потому что разобрать. Да их босс, Сагюржиу, который он там выпускает эти видео, еще и грузинский нацисту, и он поэтому все под себя подгоняет. Иногда воинца комплимент лёцо про нас, короче, в последнее время шей и кира бели, шей и хум гучдаров, грузинские истории. И воинца бели, и гучдаров, куешь воинца комплимент, пешевый выселить, видео шоу. В последнее время он это начал. Так вот, свою историю, что типа, короче, казаки шбац, уж использовать бина, ногчиш, чтобы спуститься это на равнину. Во-первых, рацки приехали и заняли эти места, отобрали их у Персии, у Картли и Азербайджане, и Меттик только 200 с чем-то лет назад. То есть, а мы спустились после ухода Тамерлана, мы буквально через полстолетия, максимум через 100 лет вернулись. То есть поэтому временной разрыв. Казаки. Плюс еще казаки — это разные люди, которые убегали оттуда, но они не имели связи с этими с царями до тех пор, пока царской властью. Да. Властью не имели пришли, вот тогда они стали как бы интегрировались в ихнюю казачью гунярную. А так это просто то они и казаки, что они вот туда пошли, там поселились, этим. Дело, мы не русских использовали, и даже есть теории, не селях, короче, а вот этих самых вольных казаков в борьбе с турками и прочими, с персами, с турками. Причем это самое, Картли, это как бы персидская база и турецкая часть, то есть с их территории Бульеч и казаки, войны щитят. То есть, получается, Турция, если вот именно отрезками судить, хронологически, Турция, получается, больше нас была под османами, получается.
под этой империей? Турция? Грузия, то есть Грузия, Грузия, оговорка. Просто была, а никогда не была без этого, никогда. Теперь Вассалами, да, вассалами. И вассалами. Вассалы это когда, например, Кадыров и вассал Путин, он местный. Окей, а Грузия как тогда получается? Там династия не местная. массу дамача, охрана, массу генерал. Дань снимать там сидели. Нет, не дань. Дань платят захваченные люди. Я имею в виду, дань снимать, это верхушка, это присланная сюда, посаженные, они снимали дань с этих людей. Местное население, которое оккупанты захватили и русифицируют, там, империализируют, под свое, короче. Уж был местный, понимаешь, губернатор просто может он там секретаршу семью приведет, короче. Но и губернатор, например, персидский вельможа валя, или турецкий вали валя, короче. И того это все шиец, короче, гареми, шегергарнахи, охрани, домочадчи, это тысячи людей. То есть и они там работают, собирают дань для этого, и династии, короче, понимаете, династия этих вельможей. Проблема в том, что вот царя и от этого с 5 века вот идет эта династия. Уж ахийца, уж там двор присылает новых людей, новые, может, говорят, что этот правит Дирдас, давайте назад в Тегеран, сейчас мы вам новую пришлем. И что арабы 500 лет, то потом снова персы вернули, и опять уже до вхождения в Россию, там Персии, там нету. Да и истории короче, он выдает это все как некое самостоятельное государство, даже что Омша, Беш, короче, Умша, Милош, а английские истории, английский мотал истории, это сразу что там не рассказывается ни про каких этих там государства, Умшлилош, чтобы это позиционировать так. Это и حاوي تجوين حاوي مش власть массу эскадош حاوي تيجي место населения из оккупантов а 100 лет дальше 200 лет дальше оккупантов они не местные как не местные вот этот самый Милу Васильеву и Вайтанова даже Кадырову с ним даже с этим нельзя сравнить, потому что Кадыров-то хоть он местный, а там местного никогда не было во власти. Эта династия, она дом Хасроев, или можешь, будешь персидский. Это с ней хайо династия. Как в Дагестане, когда эти арабы пришли туда, персы приходили, арабы пришли туда, они по них легли там, целились, почему у них там 30% только кавказских, остальные, получается, пришли, Сирии, Палестине, Тигр Хамбалин, Ахошинаш, Мабутига, аж Хуиртерец, как Дербент, Яцига, поселены. Они тоже так же, да, Ихошина, будет дань собирать, Яши, каждый год там 200 девушек светлых, 200 девушек темных, столько-то мальчиков, столько-то коров, столько-то овец, боже, столько-то мут пшеницы. Собирать, я инва будешь сад и вышел. Просто империи меняются, система остается такой же. Потихоньку и окончательное решение чеченского вопроса уже Советский Союз, именно эти персидские потомки. Местные батюшки, они как бы уже местные, можно их назвать из-за того, что править аж сложилось целые новые, короче, гибридные такие нации. Но они не местные по происхождению, поэтому они вот самому это и, видимо, короче, местных всех выкинуть и усесть, короче. Вот как начали они тогда убирать местных и заменять это, так они и продолжили это дело, распишки Алмабахни уже под русскими ресурсами.
كان تيكو شو بيستولوتي شو ولا جيبان بيستولوتي Выстрелить, سؤال. بيستول مير لوي Нуна. Что за Кемегер до хата, выстрелить рваться. Мона. Нуна. شو بيستول مير دوي Там официально я здесь, что мега дуали. Я выполнил свое обещание и отключил его. Выстрелить рваться. ننزل مگر دات 53,692 هندل شئرن اتوزيو يخاهي تسكوچاشين учуолш. Вистхол шу. Но ты вывел одного из модераторов на то, чтобы тебя вырубили. Tesla så hudagalori ko tu duboš. Sa normalni za apjezi čuču za test на трезвость ешь, да, за комбинация, а ячейба идуется сразу математические трехклассные задачи, лагается комбинация ячейба, или микрофон затлыш, сам придумать чудо тебе. Можно вопросы, которые трезвый человек только сможет ответить нормально? Простое квадратное уравнение можно задать вопрос. Давай отсеять кузан. Половина отсеять, вала. Подряд массу, да. Ну, третий класс там, я не знаю. Моя ти. Алкашный чат пятый, уже диарек, халала то, что интересно, чучуба, цена, а вона, алкашный чат, халала тёмя, короче, пятый няшки, это трезвый чучу, а мы Нельчинг, шок то алдис. Нет, почему мне интересно друг с другом разговаривать? Истории штравить, я не понимаю. Не, ну по критериям Тойзена, Маршал, думаю, Серга, Тойзен, по твоим критериям, лезу в этом алкашном чате, если какие-то квадратные уравнения, мне тоже... Не, что это просто вы испугались само это, квадратное уравнение, это простейшее квадратное уравнение. Мои, это пробовали сега, я чуть сега. 2 плюс 2, 4, цаху, и что он душа? 2 в квадрате. Но только, да, в квадрате все должно происходить. Не, а если он скажет 2 плюс 2, 5, а потом скажет, а ты докажи. Ну окей, не то, что квадратное уравнение. Корень из 100, хотя вот такой вопрос, Тесла, пускай ответит корень из 100. Уже нормально, если ответить. Ты таким образом, с водой и ребенка выбросить можно. Нормально выкинуть, математик, не должны быть это вопросы математические. Можно же нормальные какие-то вопросы, которые... Специально переименовать его чат вытрезвителю, короче, можно, еще чего можно. То есть мы должны здесь слушать это, себя, короче, бешиться. Сомба, он с украинский канал, Discord, чего, отдельный кабинет, когда новенький заходит, он попал только в эту комнату попадал, там модератор чьял, он ему задавал там корень из 100, там 10 квадратов, и человек отвечает, окей, человек адекватный, способен общаться присутствующим людей в других комнатах, или что, чего, царь, Тойзен, твой метод не сработает, если нам попадется пьяный учитель математики, он тебе ответит. Садухаттер, дедик дуэл массер по теме. Машу Хаттл, да, люди. Тесла Айлер между завоеванием Тамерлана и казаками прошло какое-то определенное время. И время, мы же знаем, что осколки завоевания Тамерлана — это те же аланы, те же кумыки, гунки, ну, эти тюркские, иранские племена. Не. Аланы не осколки завоевания Тамерлана. Аланы были до Тамерлана. Тамерлан, Аганчур, Хавали, короче, известные были.
причем аланы это разные, под аланами понимает много различных эти, я Ладно, не знаю, опустим аланов, хазары, пусть разные будет народы, хазары. разные племена понимает. Это очень спорное название такое. И часто вот эти древние историки ошибались, называя аланами этих, называя аланами тех, которые тоже легко отследить. Дик тут шбытуй, алан, шбытуй, хазар, холитуешь. Сахатер Удуэльч. Хазары тоже исчезли к моменту прихода Тамерлана, их давно уже не было. Да? Ага, Россия все. по Европе. Ну, в любом случае, кумыкш, и Тамерлан, в любом случае. Люди Песков, так скажем. Ну да, давайте, нагайцы пусть будут. Нагайцы, кумыки, кабардинцы. Нагайцы раньше были. Раньше, да? Тюрк шхалита, давайте не придираться ко всем. Тюркские вот эти кумык, шхалах пасунжи, аш халахыш в любом случае. И алды, кошкалды. Да назрани пасунжи сидели. Ну, наши историки говорят. Поговорить. Когда пришел Тамерлан, естественно, он устроил нам геноцид, загнал в горы, захватил эту плоскость, всю, короче, и там некоторое время кочевники рулили. Также к ним попали, короче, в это какое-то количество ногти попало, которые перешли на этот войнах, которые перешли на тюркский язык и стали называться кумыками тоже. Он даже не теми кумыками, что в Дагестане. У них там разная ДНК. А именно наши вот эти кумыки, это просто перешедшие на тюркский язык, отюречившиеся, скажем так, чеченцы в основном. Узкоглазый бешбуиш, короче. Тесла. Ну, тут сразу генетику надо включать. По генетике они узкоглазые. Вообще не... У меня есть друг, который вот в Шагомке уборщ, ходил, сдал ДНК в Арандоще, Тайпир, родственник как раз с тех времен. Теперь он себя шанохчу уборщ, вернулся к нам обратно. То есть генетически... Просто я не могу сейчас выговорить свою мысль, Слайл Воллерса. И ну, в любом случае, гонки хочу казах холи террорсо, ну и детишве. Я хотел бы сказать, если бусом на абац, то есть эмшбеш тысячелетиями хадех кандуху идуй до 19 века, плюс-минус 18 века. До 18. Они нас, ну пусть будет 18 век, Тамерлан, Кыбеш, арабское завоевание. И при казаках, при России, при русских мы постепенно начали спускаться. Не начали мы при русских постепенно спускаться. Мы моментально спустились, как только ослабло давление, как только кочевник давление ослабло. Ну, получается, ацера больше зиха лахуэн, бусоб нахал больше зиха лахуэн, это сказал. Хилла больше зиха лахуэн, но хрен редкий не слаще от того, что царь когда-то Динзе был очень сильный, раз Динзе хуже от этого, лучше от этого не становится. Ну, в этом спор нету, а сам примерно и гункелла, скабардинчелла, мелла пароту галахвен, сказать, больше хотя торговля лилиновой воды. Это такое субъективное мнение. Парат халагио, Бехмабилая перебил. Из раз страница Азихоль Ашмадева, мы не забывайте, что мы до сих пор получаем ушерб. До прихода русских эти казаки это какие-то вольные люди, которые с разрешения войнов Чубы, с нашего разрешения, потому что у нас нету централизованной власти, которая могла бы там царским указом их выгнать или поселить или что-то, которые новче позволяли селиться, ну, они вселились вот этот, где крайне много, Тамерлану, Индии, много свободного места было, понимаешь? А поскольку кочевники все время кочуют, а Бог, что эти степной народ, которые они особо там же не крепостящие, что лучше мобатишь. Поэтому убежавшие вот эти казаки, они селились, короче, с разрешения чеченцев селились, кстати. И что, мол, ночи там сидели, гламчах, короче, а тут, короче, не могли сунуться на эту площадь,
на плоскость, короче, нет, они буквально через 30-50 лет уже обратно пришли. Вот дальше, он хайнет расстояние, ну сколько тебе нужно алчишкари, скажем так, гали или теркисти. Да ты на лошади это буквально за полдня сделаешь. Какие еще это? Я где-то там сидеть небольшие площадя. и не высовываться. Нет, конечно, короче. Нет, у нас народ был маленький в то время. Ой, духом чтобы о площадях говорить. Тем более, отец Эмшбеше, я только недавно только узнал, что Алды, Бонюрт Олхве, и Рунгшквельни, Рунки Хелахтига, аж Эцахел, Луки Баштига, луки Баштига. Ногти будешь, тебе сказали, ногти будешь, просто тюркский язык, культура немножко примешана. Люди, которые себя называют румки и выглядят как мы, на самом деле это чеченокчу, бунарские, короче, которые когда-то отюречились. У тебя ДНК доказательства есть. История это бла-бла, это может быть и так, и это, но ДНК это 100% научный факт. Один момент. Хазла, смотрите, абсолютно коротко. По версии местных жителей Алды название происходит там разбил лагерь какой-то из армии или Тамерлан, кого-то Алды-хан. Он разбил там лагерь и занял какую-то эту плоскость. И штисаню Алды название. Местный чар хади царя. Бях мобила шоу. Асам богам и ташау хаджи, кунт хаджи, вожмил вара. Ну и это все пришлые. Это пришлые все. Они все гонки идут сер, они кумики. Ой, ночь саа связаны будут на бу. Бац, Они люди, принявшие религию, понимаешь? Они перенесшие вот этот вирус нам, короче. По генетике они вполне могут оказаться нашими этими родственниками. Арабизироваться, короче, идинчу дьячи, гумшичи. Почему ты решил, что тогда таких людей не было? Таких манкуртов? Конечно, было. Нет, среди чеченцев узкоглазых не было. Вот и Мадар Даич, узкоглазый, знаю, буа нюка, а цара хабойлыш будешь. Они наоборот. Казбек, хасуй гладовшуй. А Синс буквально пару предложений назад тебе сказал, что ногти, которые выглядят как мы, они узкоглазые. Вот еще да, вы хабойль бубо. Эйла, зачем ты повторяешь то, что я только что опроверг, до тебя еще опроверг? И узкоглазый, вы ногти хабойль бубо. Бац, Бог, наоборот, среди них, вот кто вот узкоглазым выглядит, вот он, да, это скорее всего кочевник считал. То, да, как мы выглядит, как по-европейски выглядит, короче, не знаю, Caucasian выглядит, тот, скорее всего, чеченские гены имеет. Вот так, и мадуас Бог так, разногласия маяти, узкоглазые, бомобува, нюка, шорта, тара, хабой, я не знаю, Аллах цеду, видимо, только саму что-то сказать. Ты просто говоришь то же самое, что и Тесла, просто другими словами. Словами я ему сказал, это буквально, не знаю, 5 минут назад. Среди них есть такие, и у нас есть генетические доказательства этого, буквально глазами. И есть узкоглазый, ورق короче, чувак, ногти зарезать, не ракцаруется, душевой чахтун канто. Вот сундат, мумки уикер, вот амаба узкоглазый, например. Тут я хаж гоксон, что он это не... Сай, ногти чавахара, цагнас он узкоглазый, комик, легонки. Есть. Редко, но реже, чем наш тип, но бывает. Ahins, например, так, казаш, зуда и алем. Ногти чую. Чундеш, узкоглазых, чушь мышку. Я думаю, тут 50 на 50 шансов, что будет. Но ты учти, что, например, допустим, какой-то юртюр, казашки я лицу, например, так у него 50 на 50 шансов, что он больше, короче, узкоглазый, не узкоглазый.
Kalula var, aş işkant var, şalta şişojum var, Казахстан havali. Kaglazı var. Дай закончить, я не знаю. Sorry, я думал закончить. 50% бешбат, уже у него половина только этих казахских генов, и те Мария, опять-таки еще руби половина. То есть буквально через 2-3 поколения незначительных, понимаешь, эпикантус там будет исчезающий мало, через 10 поколений вообще не будет. Ты хочешь, наши гены сильнее азиатских, ты хочешь сказать? Нет, если бы ты жил среди азиатов, то через несколько поколений их гены тебя задавили просто чисто. Да. Пинк, sorry, пинк. Masja hoys, om точно hoys, un I gati bērns paučēr cīnī huiedin, зудрибалин, деш. Масери gati bērns būs bērns, dusē. Тесла, это хадис, да, у меня ребенок черный родился, Эвч. У тебя верблюды есть там белые, черные, разные же есть, разные. Вот и ребенок у тебя разный родился, лицо. Да. Я не слышал, хадис смешной. Советским Союзом только существует. Он давно там существует, как некая территориальная единица. Также и они давно существуют, и поскольку имперские связи еще, у них и письменность, и делопроизводство, то есть империя, и инструментария, и чумая. Да, местное население подавляется и переделывается под империю, но они несут также и, скажем так, цивилизованные вещи, типа делопроизводства, типа управления, типа там фермерства, что ли. То есть существует она давно. Но именно вот в этих границах, которых это сейчас, да, никогда не существовало. А уж в границах якобы от моря до моря, то есть это называется, когда была объединенная Грузия, целый раздел есть, когда была большая Грузия. Никогда никакой объединенной большой Грузии не существовало. Это Михаил Царь придумал специально, чтобы оправдывать вот эти, ну, например, Мисхатенч выселить на царь, выселить на один вождь, потом национальной гордостью и закачивать ему. Езя раз молил, вот и санум до царь делал, что просто пропагандистские обслуживания. Люди придумывают, много государств так делают, придумывают себе фейковую историю, чтобы укреплять, короче, внутреннее, иначе подчал даст вот этот народ будет возмущаться, а чего это мы должны вас слушаться, а эти чего. А чтобы вот это не случалось, чтобы объединенный, то надо придумать какую-то совместную эту житуху, якобы великую, и совместные битвы, и совместную историю. Уже эти люди тоже, ты им промываешь мозг, те кегинахбат, школы, и они все начинают считать частью тебя. Вот Раска шлила, что, например, там татары какие-нибудь, Казани считает себя великой Россией, что мы тоже часть победили Гитлера, там Наполеона, это бог. И санна и гумду и просто. Это стандартное действие вот такие имперского заковыра. А то, что это Персия, это империя, это понятное дело, они же заразили тех, кому это передали. Насколько хитро и, в общем, чисто имперские повадки шмави, наханю разделяя и власть носить, что ингуши сейчас, например, что дик дошел, братья, что бош, а чеченцы бьюхом шитер, кадыры обош, и гумша и ложь, и закидывать пешкой. Вот это чисто имперский гумш. Мы простоватые войнохчи, мы никогда не додумались кому-то вносить вот эти цанюка, цагаму, шумши, лошизаки, проброс, щей и гумши. Вот у нас это вообще даже, а у них это нормально, это имперские вещи. Власти, я имею в виду, это такой способ, короче, вынесения сумятицы в соседние народы, это для них нормальное движение. Тесла, как ты думаешь, в нашу историю есть Юха Ашмадева по этому ареалу проживания?
Gürcistan vassal школшле, я не знаю, ишца наместник шбош. И он вей хили и цахилла, он цахилла алхит. Цахилла, и это создает нам гигантскую проблему, кстати. И почему этого не было? Нет, ну, не было, потому что вот у нас такой менталитет и так сложилось. Просто интересный момент. У людей понятие государства всегда это король, шах, то есть монархия вот с этим ассоциируется. То есть если они слышат, что тигат цанах баш, так а кто у них правитель? А кто у них монарх? Мы запишем там, я не знаю, Иосиф II, там Клаус III, Карл V, понимаешь? На это. Если же там живет какой-то народ, и люди не могут определить у них правителя, то их как бы нету. Они как бы и есть, потому что как только туда заходишь, тебе по башке даются армии, но их как бы и нету. Потому что в системе средневекового или древнего человека нету, короче, понятия демократии, что и какие-то люди... Представителя нету, дотя, а представитель не представителя. Представители, там есть моменты, когда наши представители какого-то посылают, и даже армии целые разбивает союзничество. Дело не в этом, а именно как бы и для тебя вот в сознании, в медийном, в древнем медийном пространстве этого места как бы не существует. И вот сделал тебя, царь вот сделал, король вот сделал тебя. Видел? То есть хронисту, куда я говорю, например, вот византийский, я не знаю, арабский хронист записывает, он напишет, так, наш шах там Абдул Маким пошел туда, и там какой-то Шабдул-Мабдул, короче, с ним вступил в войну, бла-бла, и пошло. А теперь ситуацию представь по-другому. Хронист пишет, этот Абдул пошел туда, ему там дали по мозгам, он же должен как-то назвать тех, кого он, второго царя, противостоящий. Как кто дал, неизвестно, да? Так, бесхозная территория как бы считалась. Не бесхозная. Бесхозная территория. А территория, где способ управления и сожительства, или, скажем, жития совершенно другой. И он не воспринимается ментальностью древнего человека. Видел? Он вне этого. Вне системы, как бы, представления. Да, демократия, ютер, альязур, мадацу, потому что нигде не существует никакой демократии, везде цари. И любой монах, какой ты знаешь систему управления этим государством, обществом. Ну, естественно, пирамида. Наверху этот монарх, самая устойчивая вещь – это пирамида. Наверху монарх, потом идут его эти благородные дворяне, потом внизу идет там мещане, буржуа, там и внизу идет чернь, короче. Вот это самое устойчивое. Это для них божественное, божественное. И только так может государство управляться, и только так оно может существовать. А тут на большой довольно территории, мало территории, существуют какие-то люди, которые как-то уживаются другими способами. Он нам непонятен, во-первых, должны изучать сагамавати, но по факту отсегисунется, да, я вас скажу, он квартун сразу. Но это как бы белым пятном уходит. И наши соседи, не только вот это, воспользовались как раз этим, что вот эти хронисты, они нас, короче, ни на картах, ни ничего, потому что нас как бы нет, но мы как бы и есть, короче. И они стали себе все это, короче, приписывать, и не только себе приписывать, но и, например, Гюрджи царь, прицарец, переписки, я шум держишь, территорию сконтролирует, я шу, а кто проверит тебя? Там же нету монаха, который там свяжется с ним и скажет, короче, да нет, он по оппозицию, гарвонсу, короче. Поэтому каждый нас себе переписывает, персик нам себе нас приписывает, этот себе приписывает, короче. И нас вот так, наша цепь использует, короче, своих этих интересов. То есть и умшалили, да. И представь, какой это гурт, сейчас раскапывать это все надо, короче, определять, кто из них это сделал, кто то сделал, кто что сказал, короче. Тесла, я очень хорошо понял, с Богу, я еще другую сторону вижу. Таханел зам, халячи, прошлое, 30-летняя история,
слово из прошлого, наш народ всегда вот каким-то был народом в центре. В центре внимания, да, и свое государство, свой царь национальный, но опять же в мире нас все знают, то есть каким-то образом умудряемся в геополитике участвовать. Плохом, сейчас не об этом. И в те времена, что участвовать, вот в каких-то сражениях, я не знаю, в каких-то вот крупных каких-то событиях исторических. Но при этом вот таких исторических летописях вот нету упоминаний, что там были вот такие люди с этой территории, я не знаю. Есть, просто надо уметь, короче, читать. Прямое указание шагу. Есть и прямое указание тоже. Проблема. Из-за того, что у нас нету царя, то есть, дерутся же цари. Александр Македонский дерется с царем Дарием. Не Македония там или дерется с Ираном, а именно цари дерутся. Монархи, предводители. Мы как бы из этого выпадаем. То есть но зато мы можем логически просто рассуждать. В России, Кавказе, в Северной Кавказе, но нахи, да? Понятно. Так, отматываем еще назад. Тюркские вторжения Шолшен, последние 1730 года, крымский хан, короче, то есть опять еще на 100 лет назад мы пошли, уже 300 лет. Мы знаем, что 300 лет воюют только ногчи. На Кавказе, западный яц, Кабардинчик, Ешбу, конечно, он Лизгиншбу, Перчик, Плеч. Кстати, царь Гелбин, на самом деле, мощный, там чего. Лич, но в основном, 300 лет мы знаем точно, что ногчи. Так, теперь не так давно в истории мы знаем, что Тамерлан, он бинеша ногчи был. Сразу же прыгаем на 200 лет назад. И основной, причем на Северном Кавказе, основной проблемщик наш, именно войнишку. То есть у нас уже есть сколько? 600 лет. То есть мы знаем уже точно тогда, что 600 лет в Кавказе Авиенек сталкивался с нами. Теперь тебе вопрос на засыпку. До этого из воздуха это понятно. Тогда неизбежно возникает вопрос, что нас просто как бы и вот и под это история. Вот мне интересно, до сих пор вот опять же такое чувство, как будто какой-то семейный заговор против нас. Вот все историки вот где-то стараются нас где-то не упомянуть или как-то вот заувелированно такое уменьшительно, вот, уменьшая значение твоего народа. Но теперь понимаешь, что частью это связано с тем, что у нас нет централизованного царя, которого македонский, чеченский, македонский вот разбил эти разговоры. Поэтому, понимаешь, получается вот это. Опять чисто корыстных целей, вот такая человеческая натура, я думаю. У средневекового монарха появляется возможность приписать себе это, короче. Понял? То есть, поскольку чеченцы опровержения в газетах тогда не будут же печатать, да это мы тут сельджуков разбили, да это мы тут персов откинули обратно. Печатать дирмадати. У человека, у которого выход есть на вот это, на письменный народчи, которые ведут эту хронику, у него выход на них есть. И он свою версию им будет пихать, короче. То есть шавари просто там. Вот ешбар, эланш, бариш, короче, ишбар. Кстати, эланш потом короче. Мы видимо сначала это были зуржуки, он беш это тип хакейхан, вот ешбушем. На самом деле хакейхна бацас этот там как бы попросил их, и они его защищают. Типа. Но легким движением руки вообще постепенно идет вот это, когда вот это иранское вторжение было, оно очень длительное было. То есть ассирийцы, эстафет, они очень долго были. И очень долго, видимо, были нашими врагами. Но они, империи, у берега моря смогли хорошо закрепиться, организовать колонию свою,
берег моря Хричан, империя, корабль, шумша, логистика, они, если ты посмотришь на Римскую империю, она вокруг моря, то есть Средиземное море, Черное море, вокруг и Британии. То есть они все морем доставляли. Логистика древняя не позволяла им караванши, цанши поддерживать. То есть они море. Естественно, Черное море это проблема, это империя. Не контролируют, одним словом. А ланчу они не могут контролировать, это уже проблема логистическая. И вот, короче, к моменту, когда уже появились арабы, которые с персами начали, короче, конкурировать, то у нахов произошел, видимо, сдвиг. То есть халх персиш, 1000 лет персиш, мы их не пускали, они там по берегу Черного моря тусовались, в Дербенте тоже, тоже тусовались, короче, а они арабшбу, но новая угроза. Через какое-то время появляются уже тюрки. Это уже 10, 9, 10, 11 век. Вот тюркшбу уже, опять-таки, мы уже прошло уже 200-300 лет с тех пор, как у нас врагами были персы. Все уже забыли, и вот эта персидская династия, Багратионы, они уже не воспринимаются как эти, с ними даже можно против общего врага сельджуков, как бы Томби, он даже уже тюркшбу уже врагиш. А эти уже, это когда-то были, а сейчас уже мы сейчас и торгуем, и культурный обмен, и можно, короче. Поэтому, что мы персидские династии, этих турков выгоняем, это делаем, то делаем, 5-е, 10-е дело. Потом резко монголш хагуч был. А монголш уже все эти государственные управления, нахма будешь, персидские империи, царь сразу же монголщин, короче, то послышь бахатан, короче, то дан луришан, то не грабьте нас. Сразу подай. То, короче, а вы, короче, гахла будет омбо. Монголы уходят. Повторяется история уже опять с этими Тимуром. Тимур хочу уокшан эти опять-таки через свои эти государственные институты связи, через Византию, через Персию, опять-таки и Тамерланник, послушай, дан лурду, мы под тебя идем, все нормально, Оля, короче, раз я искал харбол, ухата болуш, а вы не Тамерланник, гахла будет, вам бой, устраивает там страшный геноцид. Но а те, использовавшись этим, потом уже истории редактировать, Яшен, уже Вахтанг, они просто говорят, что Тадар и Монгол шестуамбеш. Все, Тадар и Сельджук шестуамбеш. Тадар и короче, Тадар и Персы шестуамбеш. А ногчи заняты тех, раз на шестуамбеш. Им просто, они даже не в курсах, что кто-то использует их историю предков для того, чтобы себя патриотически возгонять, объединять собственные территории. Чуть тебя верну к Тамерлану. Я как-то в Ютубе наткнулся на одного историка, Раски Вариша, такой по внешнему видно, книжный червь, такой типичный историк. Вот у него была, но такая гипотеза, он приводил какие-то исторические данные, он все, что он говорил, но смысл в том, что и Тамерлан, когда дошел до Москвы, и он там разграбил эту территорию, но он там не остался, в какой-то момент взял, и там письмо, письмо написано, и какую-то ночь он им приснился какой-то, это опять же миф исторический, мифология, он приснилось типа Тамерлану сон, и вещи сон, и он ушел. Но он высказал в тот момент... Поправку, до Москвы не ходил Тамерлан, но он вообще... Туда он дошел где-то в этой русской степи. Нет, наверное, в районе Краснодара, может быть. Да, Халита, факт то, что он взял в одночасье, утрирую, опять же, ушел, взяв свое войско, просто ушел из этих территорий. И он, из историку, причина там была не это, вещи, сон, все это потом придуманные сказки самим русским народом. Причина была, он говорит, в том, что он до прихода на эту территорию понес огромные потери на Северном Кавказе, а именно чеченцев с Навосту. Он пришел на эту русскую территорию обессиленный уже. И не имея сил дальше держать территорию, дальше грабить, он решил уйти из этой территории. Причиной послужила война с чеченцами.
Я не могу ему сказать. То есть и Том Бац, и Тамерлан шел на Москву, уже немножко искажение фактов, потому что при Тамерлане Тахтамыш, он же там собирает дань, и Русня платит дань. Он планировал пойти на Россию, но ему желание отбили здесь, на Кавказе. И Тахтамыш, вот этот, он как, то есть Россия на тот момент, вернее, Русь на тот момент, Московия на тот момент не является какой-то самостоятельной, а управляется просто и Тахтамыш Хаят, может, он планировал. Вот это другом. Там Тахтамыш пошел, и с той стороны, как бы эту Золотую Орду, вот он как бы управляет. То есть, то есть и его на этом тереке разбивает. Возможно, я подробности не помню, что он делал. Возможно. Смысл был такой. В Москве самостоятельность дает и выглядит вот так, короче. А так, да, по факту, да. Они же терки были с этим Тахтамышем, они же в ссоре были, кстати. Они до этого были как бы друзья, а потом поссорились как-то. Друзья, Тахтамыш его как бы выкормыш, да, ну, сон вассал Тахтамыш. Периодически бегал волш, лейцу, туамбешка, разбить, почему-то он питал к нему какую-то слабость, он постоянно его прощал. Представь, он бегал, короче. Он его постоянно прощал. Что-то там было, я не знаю, может, какие-то родственные связи, чего-то еще, хотя бы монголу, Чингизид, Вацар, Узбеку. Но царь-юкциги, короче, по каким-то причинам он несколько раз его прощал. Сувала, вот то, что османы дошли до не полностью всю Европу взяли, я все это связываю вот всем этим нашествием, которые проходили с этого Востока, приходилось проходить через этот Кавказ, опять же. Из Кавказа они схожи, и что Европа выживала, вот что я хочу, вот на что я намекаю, вот не было вот этого перешейка до Кавказского. А может быть, эта Европа уже под османами была бы давно. И говорят, Крым тоже, крымский гирей ори из Милуэ, и Цуол, и Кемел, Ималь, Джумаль ори, Милуэ, Навос, Цуол из Гар, Войн Чугуэр, и Сметя, короче, Вой Воха, Вой, и ослабнуть, Вой, и войска, я, из России, Карелы, Крым, и Вой Бандуш, Масана, Укур, Шалимка, Войн Чугуэр, и وإنت أصلابهم شماش عشوية شغلر بوش داقة إتياحة عشان لو مخلتي وكروشي هديك يوم يشيش يعملوا بوش يعمل صوش يوصل بوش وإنت عايشة يجيش ريسورس يوجاي ويخلق ويا هيشان أخذ شكردو. Да, очень этот. И мы из-за того, что у нас нету царей и хронистов, то нашу версию, как бы Вельдиндол и Болхбуй, даже сейчас, мы Русню отвлекли на войну и собирание земель снова на целый, поскольку там, на 15 лет. История повторяется. Да, кстати, да. А и теория, то, что чеченцы там где-то в 15-16 веке избавились от своего феодального класса. Феодал. Феодал, да. Но у нас, ты считаешь, что никогда этого не было развития вот такого? Как мы перескочили такое развитие, Милот? Это когда весь мир вот так только развился через эту классовую албайс? Не. Только пример, что существование народов, у которых есть вот эта военная демократия и клановая система. Не только у нас, а у многих была. Просто мелкий народ, что там, Сардиния, там, на Корсике были, в Шотландии вот так жили, пока их там не завоевали. То есть, жили вот так, без этого. Тогда, получается, вот эта демократия военная оказалась своего рода какую-то медвежью услугу, то, что мы не стали государством или даже, скажем, империей, да, вот как османы стали. Вот эта военная демократия, может, была причиной, что мы вот остались вот такими, какими остались? Да, но тогда мы не были бы чеченцами.
То есть вы просто... Да, как бы, ну... Еще одни грузины, или еще один дагестанцы, все. 90-х годах вачвахал темш буй, и темш бандол, что первую помали в Бадардич, в 97-м году, а они дюхали НАТО юрну почал, что на востоке НАТО расширяется. И вы и том бандолш в случае из Хадюичря, такое западный Инглсмарт Дючполс, блогер шлодюш, айдасо. И ночь я и не указал я из раз что они харгастым бату мата была ушем же тажема же том харжа хушн адмышта разал хатурил бу ала хирил и почал кшац ушната юqeона ак изметя и разлом майволелак из Россия из Запад Синия. Ю ахри Путин, у него это говорит, ну, что и Буш, там, антитеррористическая операция, там, общий враг, туда-сюда. Все равно максимум мяляты, да, мюнхенский рейд, короче, эти Путин сильно выступление, как отчелся, короче, розовые очки, что аж поборешь, переши. Сметя, его нет, Россия все-таки, короче, толерши имперские амбиции шелшу, а из Уакуалилоте Хинза в итоге что получилось? Из Украины чугуар что ах ица тана теми ахул шиот нейтралитет латошил Швеции так тоже нейтралитет латинил в основном шимахол Финляндии короче ошу НАТО юкаяло так сухвалет и войти адолуш дуцери да и май вой бандуш бугнаган улку дунята. И социалистические регулярно советские республики сейчас цен руколок мы тянули, что они стали нормально. С 2008 года, считай, Вэнтя, дечка, будешь, получается, с 90-го года. Считай, 15 лет, всем встать на ноги. Жимаша, Шметер, Украина вообще тут им шанс подписаны, что нормально больше. А? Согласен? Да просто лагать, да. Походу ты связывать уже что-то каждый день, сон кест. Штука уже. Ламанхо. Это Ламанхо. Действительно, это вот россияне китайское оборудование поставили. Хорошо, ну что, связь в лом, белый бодош. Что хорошо? Если подумать, действительно, Ламанхо мало так. Дух империи и план испортили, нахуй. Боепредк шбах царь. То есть они этим помешали туда рвануться, это захватить. Этим помешали сюда рвануться, это захватить, короче. И просто такие, это чемпионших буквы, по степени помешавших империям в их завоеваниях. Тесла, ицнахан урок цахутиц, вайко чалилган вент ахши балбулочула, цахал шахик хил дадина, ахти один последний, вой адит мегадасат сэр. Да, и только что мы это все не записывали и миру не показывали. Так, поэтому люди не знали об этом. Знали бы, может, оставили нас в покое. Персы шамтяхари битарахиловые. То есть персы пытались столетиями, а потом прекратили это. В этой попытке нас завоевать. Если шах сходит с ума, то он идет завоевывать Кавказ. Пословица хилактирует. Они перестали это делать. По крайней мере, с нами. Без генша, дуклет. Понимаешь, правда?
Самый ценный массу тех народов, которые на Кавказе, самые такие оказались колцана, пронырливые осетинш бук. Сами хабяхачан, бьет он бина батюш, не против никого, ца ерюали, аица, сослан бог, саумни се рич, цуца, дина бог, санюрта, садюали это бог. Ты цаума, да, церн, як территорияш, гюржит, маур, территорияш захватина, кулак кабардинчи, территорияш захватитина, ой, территорияш захватитина. ца далуш лацар хабяхачан, годеш бог. Втихую, что Бог, шин зраска, бяхкацан, буга, будешь массу генералитет, там почти их, и там. Цана, но территорию отдают им. Посмотреть, какая у них территория была, и сапер шабях кончен, царь поселитель, так гарнизон, 3 села там было их там в горах где-то. И тигр дюн расширится, дин духсар. Царь шабях, царь был биш, ишбях, царь был биш, раска абях, царь был биш. И они им все эти территории отдавали. Лё, там была школа? Да, так оно и было там, посмотри там, сколько их стало, сколько их было там, это гарнизон небольшой там, стоял 3 села, 3 селах там. Изначально, как попали на Кавказ они, перш попали на Холщик. И во что они сейчас превратились? Южная Осетия, Северная Осетия, бог, шега территория, сейчас не территория, мои царь далецеш. Билгал Делду из Хотос из Осетинш, действительно, Иран олшдо племя Асисериш, действительно, Иранер перебросить племя из или иронизироваться динацарин, замало лёгка, любочен, ялвю, человетерище, мот беспел, и персидский, иранский мот, амин, бисен бутиш, худсон, саби, ял долгу юзивань. Иран, иранершик, хабалин, ахушин, как гарнизон и сопровождение к ним. Сигбуга хилоса, еще кто-то там, может, был, там 3 села там было. Сигар забыл Бельбукаш. Сега, может, там перемешались с местными, что были там, но иранское племя, юкаш, иранское племя, это хабалин, ахушица. Мильвианчайна под любых ложится, где ж будешь. Да посмотрите даже просто у Пушкина, как он описывает их. Место, Пушкину пьяничу, олежище, ну, пьяничу там они, ворды, вещи их не таскали. До места у них и лошадей ничего не было. Сами запрягаться, где таскали их вещи. Ins Данка тест моей и отвечу о. Ins осетинский родственник будет из Ирана, интересно, дуксон. Тига, Виктор, хотя сагал, мишарин бусе родственник. Шева история, шеет язде, шивает эрдянча, милуцерица. Академик. Осетин, да, Милу Сталин тоже был тот же самый осетин, он был. Цу арда, это модулы, получается, свой береси. Era de a da pe condiție, академик Божий, гласится. Да, как он ему квартиру в Москве дал, посадил, и он там историю эту сам рисовал, там сидел. Абаев. История Кубо Шукселя, да, Москва, да, Евген Сталин, все условия создал, он там сидел, писал, слушал истории, я свои истории, что им приписываю теж. Ламанхо.
خاطر نجوع احنا دوت دنكا العيل كان يوعى сопротивление. Ницца там. Весело, Санчо. دين خاطر نجوع دو دنكا أنا باش العيل كان يوعى ويتاني تصديخي شيء إذا شحوة والله ويتان ديخي ناخد سجا إلي بوع العيازن Инти Войцани, Эльч, и тебя такой вопрос, моей сборной команды понял, Не, ДНК Саубардиан, из осетинш, большинства путей. Эндайлеш, Миршбу, они тоже делятся, осетины тоже делятся на 3 типа, ионыш. А в горах ты был там в Осетии, они вообще другой тип лица у них там, форма лица дается, они вообще кинешь бонус, видно по тем, что они хабалин будешь. Ты просто берешь здесь на равнине, умеете, ойца соприкасаться, думаешь, Ючбо, ты ДНК, самый большой ДНК в мире сдают чеченцам. Осетины сколько сдали ДНК? Маша, секретики, я ж мою данные. И клясу вот и ДНК, В Израиле. что в Америке. Что, собственно, за интервью, Да, сколько даже раз, раз шампешек делит. Клёсов там. Он будет еще истории будет с этим ДНК составлять. Ну, Джобо Галивой, осетинши, угудук сатер ДНК, осетинши ю эйлерцо. Даже ДНК, я це буква эйлерцо, он не села, кью ерти, и цун халец нерес кварчо, да, и действительно, и растен мобуишем, бален бути нах хабар мадать, да, действительно, иранч мобуиш, але холли нехса кварчо, и картин. Так, это альтернативный из теории моей, из Ирана, Кавказ, Хаяканшхан, ассимилироваться, динайнс, Махар, Лехукс, Маалер, они ложатся под кого угодно, ну и человек, Гелблаш, будешь сопротивление а иш цуган келабалан цер, ше мот бисбел, цер имперский мот, амин иш бисентиэл, изидерса кварчуа, судею хатнерас изам. Не, гарнизон там был, получается, что это Хадан, Лачдас на краю обычно, гарнизон, Савоту, на границе. Там 3 села всегда расположен был этот гарнизон Хабалин был, Шметик. С ними они там, Шибяхканшен, вот недолго там немцы были, с немцами породниться, в 11 за один день 30 чем-то свадьб феш. Это если браться бега. سيغبل مغلوش سيغبل مغلوش با Почитайте, Цанды на 3 чем-то свадьбе, да, с немцами породниться, да успели они там. За сотрудничать Ардиана, выйду. Выйду Чахила Баси. Маршал, по-моему. Дели маршал Хилл. Новости Швейцарии еще? А? Новости Швейцарии еще, что писано? Сайжан, ничем это. Все, который я должен дать еще молодца. Дела, что кем закрылся мне это. Сухашон, шаг тамовала, слежу за тобой. И вечерин час Дубая, царя, видео не раз. Ай канал де аюай. Лайки ставлю, Ай канал де комментарии аюай. Переобуваться, дура. Переодеваться, он где что? Я, зацакетит, Оли. Что ради вас? Хазам Товы Гайдухар. Холмбар.
Как показать экран телефона на стриме в TikTok? Привет, друзья, привет. Привет, ребят. Сегодня мы поговорим о очень интересной теме, которая касается... Oraya tavşan. А что говорю, то хвастаться, я мешаю. Şi bu işemeli guri ondalığı koyda. Что цветно гиза, размера. Обладатель гури алкуня йогитарион. Мечты? Что? Башан, сан сатунер, ключка мяты. Нет. Просто обладатель, я шо. Сатунер уконю верховный уголекар пентхаус шаченю. Это никто не способен с ним Голен, ты я состязаться за этот титул. Да. Шама упорен жава, трансгендер, трансформер, олца, потенда, имуасти. Джабра, грубоха. Harmat, yandavis cover deriverdi xallama bog. Да, дуцига, и что? Асма, я Дерево, Юя, уются разные. Янда, у тебя мозги деревянные, асма, я знаю комментарий. Але духой да сюда, уючи, хейч, вот я. Деревянный глотал. Да, дуцига, это элабда, короче, что дерево, хели, цауни адина, хели, бош. Там что-то было про дерево. И ханахил один вариант. Вариант, короче, деревянный. Пама, деревянный, мухоли, когда чуть ли не сверхзвуковой скоростью света лишь был нахуй. Или я что-то не догоняю. А воля Творца, юки, дай вот, воля Творца. Воля Творца, он физику придумал, он же должен свою физику учитывать.